Так, друзья, всем привет. С чего бы начать, да, сегодня? Сегодняшний разговор. С вами я долго пропадал. Меня не было на своем канале где-то 2,5 месяца. Или месяц. Или 2 недели. Что-то типа такого, ребят. Вот, я себе купил накамерный микрофон. И этот накамерный микрофон мне обошелся где-то на 800 рублей с Алиэкспресс. Она пришло до карантина, но во время этой эпидемии всякой болезни. Вот. Поэтому вот слышите вот мой голос более качественнее. Она работает. Вот. У меня подключен сейчас на микрофон, да, на микрофон, и она сейчас записывает на мой телефон диктофон, и она вот более-менее качественный звук. Вот. Итак, друзья, у нас в стране и по всему миру пришел капздец, да, как говорится. То бишь карантин по всему миру из-за коронавируса. Почему? Да? Стали выявлять очень большие вспышки, болезни. Вот говорят, обнаружили очень много смертей именно вот в Санкт-Петербурге, Москве, там, ну и во всяких городах России, именно России. Ну, не говоря о Китае, там все сдохли, передохли, да? А вот в Якутии пока ни одной смерти не выявили. Пока не знаю, может они скрывают, чтобы панику не поднимать. Ну вот. В Питере умерли где-то в общем, в России умерли где-то десятки человек, говорят, из-за коронавируса. Но умерли-то старые люди. Им уже, как бы грубо не звучало, но уже пора. Пора умереть, ну как бы сказать-то. Ну и они уже старые, им по 70, по 80 лет, ну, им, ребят, ну уже пора. Куда еще дальше жить? Ну, все говорят, что они умерли из-за коронавируса, из-за этой эпидемии, всякой хрени. Ну, ребята, не стоит волноваться, просто не контактировать с другими людьми. Надо это было раньше все это додуматься насчет этого. В Якутии обстоят очень хуёвые времена сейчас. Все закрыли. Магазины, там всякие ТЦ, не ТЦ, там, всякие развлекательные клубы, ночные клубы. Что еще закрыли-то? Ну, короче, все закрыли. Все на карантине. Сегодня сказали вообще, не дай бог из дома выйдешь, тебе штраф выпишут. Не знаю, в каком размере штраф, но нихуёвый штраф, конечно. Но говорят, что даже алкомаркеты закроются. Ну что делать тогда во время карантина, ребята? Скажете, что с моим лицом, да? Особенности с губами. Я это, как говорится, поймал какую-то болячку на улице. Я катался на велосипеде, и ветер задул, надул, фиг знает, что сделал. Но у меня вот такая болячка вышла. У меня еще недавно вот в одном глазу вышел ячмень. Это было еще хуёво. Я вот так вот сидел, ничего не видел. Ну, это не впервые. Уже где-то 2-й или 3-й раз выходит. Так что мне не страшно. Так что, ребята, во время карантина займите себя чем-нибудь полезным. Именно думайте саморазвитием насчет жизни и будущих желаний, мечт, всякую,
что угодно можно делать. Я вот, например, снимаю видео и буду выкладывать в свой канал на YouTube. Называется LGS. Подписывайтесь, комментируйте, нажимайте лайки. Не забывайте о мне так. Ой. Вот. Карантин. Что еще делать во время карантина? Не знаю. Моя жена, например, делает маски. Ну, только начинает. Вчера вечером начала. И сегодня, наверное, продолжит. Вот, например, это один способ сделать что-нибудь своими руками. Второе. Сидеть, кушать. Больше ничего не делать. Смотреть. Кстати, пришло время смотреть те сериалы, которые вы не посмотрели, или те фильмы, которые вы не посмотрели. Можно пошариться полностью в интернете, а интернет в открытом доступе. Его еще не закрыли во время карантина, кстати. Можно везде поковыряться, по всему интернету. И что еще я могу сказать? Выходите на улицу редко. Ну, как говорил наш президент Республики Саха, он говорил, ну, не гуляйте, просто выходите по необходимости. Ну, это, конечно, не знаю, ребят. Ну, это, конечно, перебор, чтобы выходить из дома редко. Не, ну это вряд ли. Там будут все равно люди, будут выходить, и они никуда не исчезнут. Так и будут гулять, так и будут выходить. Насчет... Чего я хотел сказать? Я забыл, короче. Ну что, ребята, подписывайтесь, ставьте лайки, снимайте видео, я буду тоже смотреть. Я пока не на карантине, я работаю 2 через 2, так что я, наверное, основной, как там говорится, основной человек в зоне риска. Так что, ребята, не бойтесь этой болезни. Коронавирус — это фигня, как говорится. И ничего страшного в этом мире нету, как человек. Надо бояться не от болезней, не от всяких чудовищ, а человека. Итак, друзья, всем пока, до скорой встречи.